Всем большой привет! 11 июня на календаре. Лето в разгаре. Красота. Тепло. Солнечно. Ну, летняя погода. Выезжаем на проверку продольников. Если так будет продолжаться долго, эта рыбалка уже не продолжится. Очень скоро вода упадет до минимума. Вчера мы видели уже всплески хариуса, проделки щуки. Это значит уже, ну, я так думаю, через недельку уже полный рост можно будет уже начинать рыбалку на спиннинг. Поднимем продольники, будем заниматься немножко другой рыбалкой. Почитал ваши комментарии. Что хочу сказать вкратце. Коротко. Там были такие комментарии, что кто-то пишет, не то чтобы обвиняет, а пишет, что типа всех денег не заработаешь. Это о том, что я подключил Дзен Премиум. 100 рублей в месяц стоит подписка. И этим меня обвиняют в том, что я хочу заработать всех денег. Все деньги. Если бы я хотел заработать все деньги, я как минимум бы не забросил YouTube. На YouTube, как вы пишите, переходи на YouTube туда-сюда. Как раз кто хочет заработать денег, они работают на YouTube. Выкладывают видео, получают доход от рекламы. Опять же, отстегивая процент той стране, от которой они типа работают. Потому что кто-то, потому что налог все равно идет в ту страну, от которой они работают. А вот эти все приложения VPN, которые тоже мне предлагают подключиться, это получается, что я живу не в России, а где-то там в другой стране, и с этой страны я, получается, выкладываю свои фильмы. Нет же, народ смотрит этот YouTube, эту срань, получается, потому что кроме роликов на YouTube много чего выпускают, где обсирают нашу Россию, нашего президента. Много чего пишут нелестного, и нет, они тупо смотрят. Это как наркомания, получается, болезнь, от которой народ не хочет избавляться. Есть у нас российские площадки, будем работать на российских площадках. Как-то вот так. Это коротко о том. Ну, насчет всех денег еще я хочу сказать, кто-то там писал, что так и останешься со своими там 20 подписчиками. Ну, на Дзен Премиуме в данный момент 70 подписчиков. Потихоньку количество подписчиков растет. Очень тихонько. Кто-то отписывается, кто-то не продлевает подписку. Но потихоньку растут подписчики. И как бы, во-первых, это удобно им самим, потому что все видео на Дзен Премиум выходят в первую очередь и без рекламы. Никакой рекламы есть, может спокойно сесть и посмотреть. Во-вторых, 100 рублей в наше время не такие уж и большие деньги. Если так сравнить, на 100 рублей можно купить только булку хлеба, грубо говоря. А подписка действует целый месяц. Вот. Ну а теперь поехали все-таки на проверку продольников. Закинул вчера вечером все-таки ловушки на мальков. На реке уже посмотрим, если попали мальки, то закинем сегодня на мальков. Все, погнали, бегом. Рыбка у нас уже подвялилась. Завтра, наверное, повесим коптиться. Вот она вся. Можно ее и так уже доставать, есть. Она и так будет очень-очень вкусная. Но под коптем будет вообще вкусняшечка. Так, ну вот мы и на реке. Что мы видим, что вода продолжает падать, но темпы заметно снизились. Где-то падает примерно по 5-7 сантиметров в день. Вон парнишка стоят продольники или донки, как там, вот раз, два, три, 4 донки. Сам ушел, видать, перекусить. И давайте же вместе с вами посмотрим, что нам попало на наши ловушки. Вчера закинул вот сюда раколовку, бутылки закинул с комбикормом сюда 4 и одну кинул на остров. Если попадут мальки, будем наживлять на мальков. Так, сразу наберем водички.
в предвкушении, что рыба там будет. Вернее, живцы. Так. Ну-ну-ну. 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 Сразу это все хозяйство надо отвязать. Здорово, здорово. Чтобы ненароком не увести. Ну, не хотят мальки лезть. Ты хоть что с ними делай. Ни одного. Ни одного малька. Не знаю, может бутылки. Да нет, каждый год залезали. Сей год не хотят. Так. Я же ими комбикормом прикормил. Так, здесь на течение кинул. О, это что туда залетело? Ерши залетели. Ерша, в принципе, можно закинуть на тот большой крючок, на налима. Так. И здесь один маленький ёршик. Не знаю, мальки академию что ли закончили. Академию по выживанию. Какая-то рыба есть? Какая-то. А, это этот бычок, подкаменчик. Нафиг он нам не нужен. Поел комбикорму на халяву. Кстати, малек очень мелкий. Вот такие, по 2 миллиметра. По 2 сантиметра. Нафиг такие не нужны. Ну и давайте же посмотрим раколовку. Если бутылки пустые, скорее всего и раколовка наша тоже, наверное, пустая. Ну да. Ничего. Не хотят сюда лезть. Не хотят, как хотят. Что-то даже вон один единственный малечек влез. Один единственный. Да. Это первый год такое, что проблема поймать живцов. Один ёрш, один малек. Сейчас еще посмотрим ловушку, которую я закинул на острове. Как бы чисто теоретически там тоже может быть что-нибудь. Если что, эту ловушку закинем туда. Но бутылками не будем уже возвращаться. Погнали. Погнали, погнали. В теплую погоду мотор даже без подсоса заводится. До косьбы пока так дело не дошло, но завтра, наверное, начнем.
Сюда мы закинули вчера ловушку вечером. Ну как вечером? Ближе к вечеру, скажем так, после обеда. О, язь. Язь проплыл на мелкоте. Подъязок. Ну, сюда, если сеточку поставить, вон профиль. Кто-то профиль держит, вот пропиливает. Но сетки почему-то нет. Чисто теоретически в нашу ловушку даже может влететь язь. Что-то влетело. Или окунь, или подъязок, что-то там бультыхнулось. Но мальков нет. Сейчас посмотрим. Этот есть тоже, наверное, на запах хлебушка пришел. О! Вот тебе и мальки. Вот тебе и мальки. Раз, два, три, четыре. 4 язя и 1 ёрш. Вот тебе и раколовка. Закинул на мальков, а прилетели язи на мелкоте. Видали, да? Вот это рыбалка. Если честно, не ожидал. 4 язя и 1 ёрш. Закинуть побольше раколовок сюда на мель, если выдержат. Хотя вон малечки плавают на мелкий. Так, ну это хорошо. Сейчас с одной стороны. Так, куда бы вас определить-то пока. Так, давайте вас пока сюда определим. Временно. Так, только раколовку не ломайте, горячие печорские парни. Так, ага. Развязали. Так, веревку подлиннее, наверное, надо. Так, ну чё, выгружайтесь. Они, наверное, туда и не влезут еще зря там. Это, конечно, не влезут. Там дырочка-то. Короче, их надо отсюда выковыривать. О. Ёшкин кот. Раз. 2. Я говорю, вот такой же я сиганулся, когда подъезжали. Они на запах комбикорма идут. Если сюда кинуть вершу, я так думаю, влетит немало. Вон, 4 язя и 1 ёрш. Его тоже берем куда-нибудь на какой-нибудь крючок, насадим его. Все. Куда тут? Тут мальки-то еле пролезают через этот хоботок. Завязываем этот хоботок обратно. Вот комбикорм-то что делает? Так. Где у нас комбикорм? Вот он. Кушайте на здоровье. О, лопнуло немного. Так, кушайте, поправляйтесь. Вот вам. Сюда на центр немножко. Ну, пока глубина позволяет. Ну, если упала вода, даже сантиметров 5, не больше. Как вчера вот закинули. Конечно, конструкция такая хлипенькая. Если много язей влетит, мы хрен поднимем. Ну, пусть много не залетает. Пусть
потихонечку. Вот так. Если сюда кинуть какую-то большую морду или большую вершу, я так думаю, с комбикормом, язя влетит немерено. Ну, влетит. И в отличие от сетей, в сетях, если рыба может запутаться и кулума, то здесь она всегда будет живая и хорошо сохранится. Вот травка, течение. В общем, вот у меня вторая ловушка же, в принципе, есть. Можно вторую сразу поставить где-нибудь вот сюда, скажем. Одну сюда, одну сюда, вот, скажем. Давайте поставим вторую ловушку. Что, она просто так будет. И вечерком проверим. Такс. Вчера поменял здесь бутылку. Очень длинная веревка была. Метров, наверное, 5, если не больше. Поставил покороче, чтобы было удобнее. Такс. Сачок кто будет вытягивать? Вдруг там налим или щука. Щука, в принципе, тоже может попасть запросто. Прошлый год повезло. Ух ты, хорошая натяжка. Вижу язя буйного. Буйного язя вижу. И он там, походу, не один, судя по весу. Раз. Там еще в конце что-то есть. Полезай к собратьям. Так. Все крючки, естественно, пустые, без червей. Опа, ушел один. Видел, прямо дернулся и ушел язь. И еще один остался. Утопил, утопил. Утопил, утопил. Утопил, утопил. Так, подлодку, 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 подлодку. Вот так вот. Не хочешь, чтобы тебя с очком ловили? Не надо. Будем поднимать тебя без очка. Ну вот. Было 3, стало 2. Неплохо, Янскадан. А так уже 6. Вот тебе и раколовка. Она не только раколовка, она еще и живцеловка и даже язеловка. Солнышко спряталось. По прогнозу сегодня дожди после обеда. Так что будем одеваться скоро. Так, леска к берегу, значит, рыба там есть. Идет язь. Шустренько идет, бодренько. Опа! А как все закручено-то? Что-то было, что-то накрутило. И что-то ушло. Опять не распутывать, это ёшкин кот. Блин, как мне это нравится все. Ужас, кто бы знал. Вон, что накрутило. Что-то было, что-то крутило. И что-то ушло.
В этом году эту 20-ку мы так за одну проверку и не заполняли. Не удавалось даже по второй воде, когда рыба ловилась хорошо. Прошлый год у нас получалось пару раз. О, какой шустрый подъязок. О, какой шустрый подъязок. Один. А? Молодец, молодец. Бодрячком. Читал в комментариях. Вот ты сякой такой. Не с берега, с лодки рыбачишь. Какая разница, с лодки, с берега. Берешь всех без разбору, крупных, мелких. Не понимают они, что этого язя на Печоре очень и очень много. О, кстати, кукурузу съели и не попались. Может, попадались и сошли. Некогда сегодня нам кукурузничать. Язя километр. Язя, как волков, надо уничтожать, потому что они уничтожают все живое. Молодь хариуса, молодь сига. Скоро на Печоре останется один язь, как ротан. Так что то, что мы его здесь вылавливаем, так сказать, мы не только не делаем хуже рыбным ресурсом. Язя ты не переловишь никогда. Хоть ты мешками его лови. Каждый житель будет ловить мешками, он от этого не убудет. С каждым годом становится его все больше и больше. А вот с каждым пойманным язем ты спасаешь десятки, а то и сотни мальков хариуса, сига, благородной рыбы. Все такое. Язь даже может и тальмочку сажать запросто, молоть семги. Это хищник, который огромными косяками передвигается по Печоре, уничтожает все живое, как саранча. Так что, не зная ситуацию, лучше не пишите ничего. Сначала узнайте, потом уже пишите. Если в вашей реке там осталось, в ваших водоемах 2-3 рыбки, которые все уничтожили, не знаю как, то на нашей Печоре рыбы хватает. Тем более язя. Язя даже перебор. Так что с этой рыбалкой мы никакого урона природе не наносим, наоборот, спасаем ситуацию. Закрутили, завертели. О, окушочек. Это что там такое? Это что там такое? Снизу тяжелое. Зацеп. Я уж думал налим. Фу, зацеп об кусты. Вот окушарик. Скоро. Скоро, уже очень скоро мы тебя будем ловить на спиннинг. Надо попробовать. Все некогда. Так, и что там у нас еще? Есть что-нибудь? Нет? Нет, все. Обрыв. Обрыв лески. Что-то было. Что-то было и ушло. Что-то оборвало. О, как мелко уже здесь. Даже дно видать. Даже видать дно. Язёчек. Дадим ему шанс.
Далее. Подвязок. И еще что-то там. Этот уже покрупнее чутка. Опа! Ушел. Этот своим шансом воспользовался. Чего только не пишут в комментариях. Жадный до рыбы. Берешь каждого язя. Да, беру. Ну, не жадный для рыбы. Беру столько, сколько мне необходимо. Наловлю. 4 двадцатки засолю сейчас для соления, для копчения. Потом еще ведра 2-3 на полуфабрикаты, то бишь ребрышки, фарш, все такое. Ну, чтобы до осеннего сезона хватило. И остальное будем делать консервы. Немножко себе, ну, основную часть, конечно же, отправим нашим бойцам. Опачки. Что-то дергает. Ох ты, запутали-то как. Что-то было здесь. Опа, аккуратней, блин, воткнешь палец. Ладно, хватит баловаться. Вот так вот. Ну, если бы уйти, он, конечно, ушел. Дергался как дикий. Но не тут-то было. Ну, не тут-то было. Еще плюс один. Опа, какие мы буйные. Но не помогло. Тихо, тихо. Зацепился хорошо. И нормально дошел. Все, один. Здесь один. И на том спасибо. Натяжка есть. Сразу на первом крючке есть. Раз. На втором окушок. Язычек. Ох ты, как хорошо зацепился. Все бы так. И окушок. Окушок, как обычно, кулома. Нет, еще живой. Но на последнем вздохе уже. Все, на грани. Долго окунь не живет. Что окунь, что хариус заглатывают до желудка и потом подыхают.
Так что, кто пишет, чтобы отпускать рыбу, если она не достигает размеров, сами вот подумайте, да, вырвать желудок и отпустить. Зачем? Чтобы он там стух и разлагался в воде. Ну, чисто теоретически, да, его может налим сожрет. Но наш печорский налим тухлятину не любит. По крайней мере, зимой на тухлую наживку он никогда не клюнет. А так, он хоть пищу пригодится. Небольшая натяжечка есть. Что-то маленькое. Или подъязок, или окунь. Подъязок. Дергается. Дико. И за лодку ушел. Что-то сегодня у нас по одной рыбке только продольники дают. Остальные уже успели сорваться и благополучно убежать. Естественно, все крючки пустые. Это третья вода. По второй воде или на каждом крючке рыба, или живой червь. По третьей воде уже все по-другому. Тут и мелкие рыбешки могут червя содрать. Тут и язи косяками уже прут. Ну, единственный вариант, я говорю, если есть время, это проверять через каждый. Ну вот проверил, часик отдохнул, чаю попил и сразу же следующую проверку. Вот тогда ты можешь наловить хоть бочку за день. А так 2 раза в сутки, это, конечно же, очень мало. Времени проходит много, и рыба, особенно язь, успевает сорваться. Так, хорошая натяжка. Хорошая-то хорошая, но дергается тоже хорошо. Но не судьба. Зацепился тоже хорошо. Так что этот язь наш. Этот язь наш. На сегодня самый крупный пока. И там еще один идет. Там еще один идет. Попробуем его так вытащить. Получилось. Ушел, но уже в лодке. Как-то вот так. Здесь двое. Оба два ведреенскадан. Надвигается темень. Гроза громыхает. Надо успеть проверить, пока не палило, загромыхало. Немножко осталось до продольничка. Натяжка есть пока. Как минимум один язь
остался пока. Какой он шустрый. Ну, вот так вот. Ты шустрый, а наш сачок еще шустрее. Вот так вот. Как-то вот так вот. Еще +1. Ну, в принципе, у нас статистика не меняется. Плюс-минус килограмм. Но в основном около 7 килограмм у нас, в принципе, каждая проверка дает. Енцка, да. Так. А тучка уже близко. Даже вроде уже закапала. Надо по-быстрому сейчас поспешить. Еще один крайний продольник остался и бегом домой. Подожди, тучка, подожди. Еще немножко осталось. Еще 5 минут. Крайний продольник. Крайний, самый крайний. Самый крайний продольник, где в конце огромный налимовый крючок, куда мы нацепим этого ерша на налима. Одного ерша и малька уже зацепили мы. Блин, еще и засыпало. Грохочет-то как, а? Ну правильно, тут такой груз здоровый. Так, что-то дергает. Что-то рядом. О, господи. Ну, где ты там, блин? Иди. Чунга-чанга, блин. Еще один чунга-чанга. Два шкета. Два подъязка. Раз. И два. Так. И все. Так, ну что, давайте пока нет дождя подведем итоги. Ну, в принципе, что подводить, вы и так все сами видите. Примерно одинаково. Почти пол-ведра. Килограмм 7, наверное, 8 рыбы. Неплохо. Помогла раколовка. Там 4 язика было. Так бы было меньше. Погода меняется. Дождевой фронт. Завтра по прогнозу гроза, дождь, ветер. В общем, не всегда, как говорится. Лето не всегда хорошо. Но ничего страшного. У природы нет плохой погоды. Всем, друзья, спасибо за внимание. Подписчикам Дзен Премиум особая благодарность. Получается 70 друзей осталось у нас 10 тысяч. Кто-то, может быть, не умеет, кто-то, может быть, не может. А кому-то действительно, может быть, 100 рублей это огромные деньги. Если это так, то, пожалуйста, ВК-видео через день после премиума выходит. Можно смотреть бесплатно, но с рекламой. Ну и Рутуб еще через 2 дня. На этих двух площадках можно смотреть бесплатно, но с рекламой. Так что смотрите сами, выбирайте сами. Иметь или не иметь, как говорится, песенки. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.